О мусорном коллапсе в Среднеколымске говорит вся республика. Коммунальные войны не прекращаются по сей день, а мусор и переполнившиеся септики продолжают заполнять маленький северный городок. Коммунальная война развязалась между местной администрацией и индивидуальным предпринимателем Александром Новосельцевым. Он на протяжении 7 лет занимается вывозом бытовых и жидких отходов. Это тот самый Новосельцев, который в сентябре 2018 года упал в горное ущелье Момского района при совершении жесткой посадки на вертолете Робинсон Р-44. За его историей и чудесным спасением следила вся республика. И вот он снова в центре внимания. Вот эта война, на самом деле, коммунальная, она ни к чему хорошему не приведет. Я готов идти навстречу. Какие вопросы, какие непонимания, я это все сделаю. В ответ получаю только вот угрозы, разорвать опять контракт. Начав работать, мы, например, закупили новую технику. Сейчас у нас в Якутске стоит машина, которую мы сейчас готовимся перегонять в город. То есть я сейчас вкладываю деньги. Мы сейчас закупили трубы, чтобы восстановить КНС, которые были заморожены. То есть я вкладываю деньги, а в ответ получится, я это все привезу, мне скажут: извини, ты плохо работаешь. Ситуация с мусором и септиками в Среднеколымске начала назревать год назад, когда вместо Новосельцева администрация города привлекла к уборке мусора организацию «Комфорт». Вновь образованное предприятие из-за отсутствия специализированной техники не справилось с ситуацией. В ноябре прошлого года предприниматель Новосельцев по результатам открытого конкурса вновь приступил к своим обязанностям. Сегодня главное решать проблему. Очистить город. То есть ту технику, которую мы позовем, и бригаду, которую организуем, постараемся привести в порядок то, что есть, и будем выплачивать по счетам тех предприятий, которые работали. Факт. И вот с начала недели в Среднеколымске работает межведомственная комиссия, осматривает септики, подсчитывает ущерб и выдает предписание организациям, виновным в разливе фекалий. По их словам, в городе переморожена половина из 64 септиков. Отраслевое министерство пока определяет площадь разливов и составляет планы-графики по ликвидации наледей. И вот, наконец, по информации на первый день февраля к уборке мусора приступили сразу все стороны – Новосельцев и городская администрация. Решение о введении ЧС местного характера пока отложили, но все еще может быть принято. Непосредственно силами ИП Новосельцева выполняется работа по санитарной очистке, там где это сейчас технически возможно. Дополнительно по просьбе межведомственной комиссии привлечена техника ГУПа ЖКХ. На сегодняшний день рассматривается вопрос о привлечении дополнительной техники для технического соответствия септиков и санитарной очистки города Среднеколымска. Пока стороны пытаются найти виновных в сложившейся ситуации, Среднеколымск превращается в один большой и грязный каток. Проблема не только в уборке мусора и откачке фекалий. Ситуация осложняется тем, что лопнувшие от холода и времени трубы превратили работу коммунальщиков в сплошное мучение. В последний раз их меняли лет 15 назад. Техническое состояние их сейчас не готово принимать нечистоты многоквартирных домов. Тем не менее, те меры по итогам работы комиссии будут направлены в целом на приведение, так скажем, нормальное техническое состояние септиков. Сегодня администрация города пишет в МинЖКХ письма с просьбой провести в городе канализационную систему, чтобы полностью отпала зависимость от частных предприятий по вывозу жидких бытовых отходов. Между тем, за состояние септиков в городе никто не несет ответственности. Обойдя все септики в городе Среднеколымске, должен быть составлен список и передан в суд от администрации города для того, чтобы они признались бесхозяйными. Время на того, чтобы они признались бесхозяйными, минимум год. Ситуация с мусорным коллапсом в Среднеколымске не единственная в Якутии. Сегодня такую же проблему испытывают и райцентры других северных районов – поселки Устнера и Депутатский. В Депутатском сегодня коммунальные службы также работают в усиленном режиме. Итак, кто же виноват в разливе фекалий и груди мусора? Старые коммунальные сети, которые давно уже пора менять, или это конфликт частных интересов и раздел влияния в мусорном бизнесе?